Министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов принял участие в совещании с субъектами Российской Федерации о состоянии региональных инвестиций в новых экономических условиях. Речь шла о комплексе социально-экономических мер поддержки бизнеса и жителей нашей страны. Соответствующий законопроект одобрила Госдума. Главное для бизнеса – компании получат возможность не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям. Проходить квалификационные экзамены, продлевать сроки аттестатов больше не требуется. Бизнес может продолжать работать без продления лицензии или разрешения. Чтобы получить выплату на детей от 8 до 16 лет для семей с низкими доходами, нужно подать заявление на портале госуслуг. Пособие будет зачислено на банковский счет, привязанный к карте МИР. Заявление можно будет подать с 1 мая 2022 года. При назначении пособия будут учитывать доходы семьи, имущество, наличие заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия. Если в семье несколько детей возрастом от 8 до 16 лет, то пособие будет назначено за каждого ребенка. Российская строительная отрасль не зависит от внешних рынков. Сейчас дефицита стройматериалов нет, при этом у России есть законсервированные мощности по их производству. Возможно временное повышение цен на товары, производство которых зависит от импортных составляющих. Предприятия отрасли могут воспользоваться инструментами финансовой и нефинансовой поддержки, это льготные займы Фонда развития промышленности, субсидирование процентных ставок по кредитам.